Лидеры незарегистрированной Демократической партии Казахстана решили отменить учредительный съезд на фоне задержаний десятков своих активистов. Вместо собрания планируют митинг, практически параллельно с протестной акцией сторонников ДВК Мухтара Аблязова. Идет массовое тотальное давление на наших сторонников. Делается все для того, чтобы сорвать учредительный съезд Демократической партии. В Таджикистане за 2 недели до парламентских выборов тишина и практически никакой предвыборной агитации. В Афганистане тем временем назревает кризис. После объявления итогов президентских выборов проигравшая оппозиция заявила о намерении создать инклюзивное правительство. Репортажи из Душанбе и Кабула. Точно не знаю. Кандидатов не видели и не слышали. Как узнаем, обязательно проголосуем. Люди в Кыргызстане выиграли американскую лотерею Green Card, уволились с работы, продали жилье, а теперь им не дают визу из внесения страны в стоп-лист США. Я тоже хочу быть счастливым, я хочу быть свободным, имею право выбора свободно уехать. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Инициаторы создания Демократической партии Казахстана отменили проведение учредительного съезда. Такое решение активисты приняли из-за массовых арестов своих сторонников. Вместо съезда члены партии теперь намерены выйти на митинг и озвучить свои требования властям. Шолпан Разубекова расскажет подробнее. Планировалось, что уже в эту субботу со всего Казахстана приедет ровно 1000 сторонников Демократической партии. Именно такое количество людей должно присутствовать на учредительном съезде по закону. И только после этого политическая организация может подать документы на регистрацию. Правда, этим планам сбыться было не суждено. Как рассказали сами инициаторы создания Демпартии, полиция задержала десятки их активистов при попытке выехать на съезд в Алматы. В связи с этим и была проведена экстренная пресс-конференция. Мы видим, что идут массовые аресты наших сторонников. Идет массовое тотальное давление на наших сторонников. И мы прекрасно отдаем себе отчет, что творится. Это делается все для того, чтобы сорвать учредительный съезд Демократической партии. Факт о задержаниях подтвердили и сами активисты, с которыми Жанбулат Мамай связался на экстренной пресс-конференции по видеосвязи. Одних успели оштрафовать, других арестовали на несколько суток. Вот подряд 3 дня повестки идут. Сегодня в 6 часов опять допрос. Они просто задерживают нас, чтобы мы не попали в Алмату на съезд Демократической партии. Именно поэтому оргкомитет партии принял решение отменить проведение съезда и провести в этот же день митинг. По словам организаторов, они не намерены сидеть сложа руки, когда задерживаются десятки их сторонников. Я понимаю, что, скорее всего, я буду задержан 22 февраля, но я готов идти на риски, вот лично я, и каждый из нас здесь в организационном комитете готов понести риски. Мы намерены солидаризироваться, консолидировать свои силы и оказать полную поддержку тем людям, которые сейчас арестованы в регионах. Если арестовывают этих людей, то я тоже готов сесть. Я же напомню, что в этот же день, 22 февраля, выйти на митинг призывает и лидер движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. С инициатором создания Демократической партии Казахстана Жанбулатом Мамаем я поговорил сегодня по скайпу. Он рассказал о давлении на партию и о том, что его также могут задержать в ближайшее время. Жанбулат, вы отменили съезд вашей партии, потому что членов вашего политобъединения стали задерживать. Разъясните, по какой причине проводят задержание? Причины очень разные. То есть кого-то задерживают за то, что он якобы просрочил оплату кредита, кого-то задерживают за участие в суде, в судебном процессе. То есть кто-то какой-то лозунг выкрикивал, их задерживают по 5 суток. Кого-то задерживают за то, что он не оплатил штраф, когда проходил в неположенном месте, дорогу в неположенном месте. Да? То есть самые различные причины. Есть даже уголовные дела возбуждены. Да? Вот, например, на Исатая Утепова, активистка из Уральска, возбудили уголовное дело аноним, по заявлению какого-то анонимного человека. То есть этого человека вообще не существует в природе, его нету, следователь его не видел, не знает, но уголовное дело возбуждено по заявлению этого человека. То есть самые разные абсурдные причины. В Караганде, например, активиста задержали за то, что он якобы подрался с кем-то по дороге на съезд. Да? Очень разные причины, и они все абсурдны. Ну, насколько я понимаю, вас тоже могут задержать, и это может произойти даже сегодня. Правильно? Вполне возможно. Я это допускаю, вполне возможно. Скорее всего, я буду задержан 22 февраля, а может быть и раньше.
Мгм. Жамбулат, вот вы говорите, что в давлении на вас и вашу партию ответственность лежит на президенте Касым-Жомарте Токаеве и лидере нации Нурсултане Назарбаеве. Почему вы так считаете? Потому что без прямого приказа председателя Совета Безопасности, без прямого приказа президента Токаева невозможно было бы задействовать тысячи сотрудников акиматов и сотрудников полиции на то, чтобы противодействовать всем сторонникам демократической партии. Мы знаем, что у нас есть инициативная группа из 1122 человек. Списки были сданы Министерству юстиции, и с каждым работали отдельно. Каждому домой приходили, каждому приходили на работу, на учебу, да? То есть по 2-3 человека. Это сотрудники акимата, сотрудники полиции. Представляете, какой масштаб? Более 3000 сотрудников госорганов были задействованы для того, чтобы объездить тех членов инициативной группы, чтобы они отказались от участия в работе съезда, чтобы они отказались вообще от участия в списке инициативной группы по созданию демократической партии. То есть без прямого указания самых высокопоставленных лиц невозможно было бы задействовать весь госаппарат в таком объеме и в таком масштабе. Жамбулат, вместо съезда вы решили теперь провести митинг 22 февраля, в тот же день, когда планируется акции протеста движения «Демократический выбор Казахстана». На митинге призывает выйти лидер движения Мухтар Аблязов. Как вы прокомментируете то, что вас называют лишь с той целью, чтобы отвлечь внимание от митинга ДВК? Во-первых, о проведении съезда Демократической партии 22 февраля мы объявили еще в конце декабря. Мухтар Аблязов объявил о проведении митинга именно в тот день, 22 января. 22 января он объявил, то есть он объявил через месяц, почти через месяц после того, как мы обозначили дату съезда. Я считаю, что это было какое-то провокационное действие с его стороны, в моем понимании. Я об этом написал в социальных сетях. Поэтому мы запланировали еще 2 месяца назад, после того, как получили подтверждение от Министерства юстиции, подтверждение списка инициативной группы. И у нас нет никакой цели помешать проведению митинга сторонников ДВК. У них есть свои сторонники, у нас есть свои сторонники. Поэтому 22 февраля в 11 часов на площади Астана, на Тулеби Аблайхана, мы будем собирать сторонников демократической партии и тех людей, которые хотят реально демократических перемен в стране. По событиям в казахстанском Кордае возбуждено 90 уголовных дел. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев. Он отметил, что количество дел увеличивается каждый день по разным эпизодам. По словам Кожаева, уже допрошены сотни человек, проводятся необходимые экспертизы. И после получения доказательств подозреваемых привлекут к ответственности. Я напомню, 7 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки с участием казахов и дунган. Погибли 11 человек, были сожжены десятки домов и коммерческих объектов. Агитационная кампания политических партий и кандидатов в депутаты парламента Таджикистана в самом разгаре. Уже завтра каждая партия получит возможность осветить свои программы на главном государственном телеканале. Однако ни на улицах, ни в соцсетях активной агитации нет. С чем это связано, выяснял Анушер Нарипов. О партийных кандидатах в депутаты и одномандатниках жители Душанбе почти ничего не знают. Крупных баннеров на улицах столицы не видно, а небольшие плакаты с именами и краткими предвыборными программами, развешанные в некоторых госучреждениях, внимания не привлекают. Что говорить о депутатах, когда даже количество политических партий, участвующих в этих выборах, таджикистанцы назвать не могут. Мы знаем, что скоро выборы, но пока не знаем наших кандидатов, кто и откуда. Вообще в нашем районе никого еще не представили. Точно не знаю, кандидатов не видели и не слышали. Как узнаем, обязательно проголосуем. Нет, если честно сказать, я еще пока что только слышала по телевизору, а так сколько всего чего, не знаю, честно говоря. Ну, как-то никогда к этому не относился серьезно, если честно. Ничего не знаю об этом. Такое равнодушие к выборам, по мнению претендента на пост президента Таджикистана на выборах 2013 года Ойнихол Бабаназаровой, связано с тем, что люди не верят в честный исход голосования. Результаты заранее известны, из-за чего и политические партии также не проявляют усердия в ходе кампании, уверена она.
Все прекрасно знают, что большинство мест в парламент достанется правящей партии, другие, по желанию властей, получат несколько мандатов. Власти не заинтересованы в серьезных политических дебатах и накаленной предвыборной атмосфере. Они работают ради победы одной партии. Каждый из жителей знает, что его голос ничего не меняет. Всего в выборах в Нижнюю палату парламента участвуют 7 политических партий и 41 кандидат-одномандатник. На сегодня партии и кандидаты уже провели до 600 встреч с избирателями. Но результатов этих встреч не видно, говорит политолог Абдумалик Кадыров. Горячих обсуждений нет ни в СМИ, ни в соцсетях. Социальные сети – это есть место, где самые активные граждане страны как бы существуют, в кавычках. Но, к сожалению, к большому сожалению, на сегодня я как таковой бурного обсуждения предстоящих парламентских выборов в социальных сетях не вижу. Да, какие-то разговоры идут, да, какие-то формальная пропаганда этих политических партий существует в социальных сетях, но сам по себе народ его не обсуждает. Парламентские выборы пройдут 1 марта. Предвыборная гонка для всех кандидатов началась 9 февраля и продлится до 28 февраля. Накануне дня голосования, 29 числа, в Таджикистане будет объявлен День тишины, когда партиям и кандидатам запрещена любая предвыборная агитация. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия. Ашраф Гани победил. Независимая избирательная комиссия Афганистана огласила окончательные результаты президентских выборов. Ашраф Гани набрал более 50,5% голосов. Его главный оппонент, премьер-министр Абдулла Абдулла, чуть больше 39,5%. Итоги выборов Гани назвал победой сторонников республики, а доктор Абдулла – переворотом против демократии. Эксперты прогнозируют в стране политический кризис, продолжит наш корреспондент в Кабуле Лиза Карими. Чтобы объявить окончательные итоги президентских выборов, независимой избирательной комиссии Афганистана понадобилось 143 дня. Там с конца сентября уверяли, что ведут точный подсчет каждой бюллетени. Тем не менее, оппозиция объявила о масштабных фальсификациях итогов голосования. Премьер-министр доктор Абдулла Абдулла считает, что избирательная комиссия не аннулировала 300 тысяч поддельных голосов. Главный оппонент Гани заявил, что не признает итоги выборов и объявил о намерении сформировать в Афганистане свое эксклюзивное правительство. Стабильность и всеобъемлемость, прозрачное и биометрически подтвержденное голосование являются преимуществами этих выборов. И на их основе мы объявляем о нашей победе. Фальсификаторы останутся нечестивцами в истории Афганистана. Мы сформируем инклюзивное правительство. Результаты выборов также ставят под сомнение Гулбудин Хикматьяр, который занял 3-е место. Другой кандидат Рахматулла Набил, занявший 4-е место, назвал оглашенные итоги голосования концом демократии. К сожалению, мы можем констатировать тот факт, что, несмотря на существующие проблемы в нашей стране, мы вошли в серьезный социально-политический кризис. Мы еще раз стали свидетелями начала беззакония и неопределенности. На данный момент о своей поддержке идеи доктора Абдулла Абдулла выразили несколько лидеров оппозиции. В частности, экс-вице-президент генерал Абдул-Рашид Достум объявил об готовности сформировать параллельное правительство. Но на данный момент никто не может сказать, каким образом инклюзивное правительство будет сформировано и как оно будет работать. Смотрите далее в нашей программе. Люди в Кыргызстане выиграли американскую лотерею Green Card, уволились с работы, продали жилье, а теперь им не дают визу из внесения страны в стоп-лист США. Я тоже хочу быть счастливым, я хочу быть свободным, имею право выбора свободно уехать. За последние 4 дня наблюдается снижение ежедневно заразившихся коронавирусом. Если 14 февраля за сутки число инфицированных выросло на 4000 человек, то сегодня эта цифра уменьшилась почти в 3 раза – 1716. Тем не менее, число умерших перевалило уже за 2000, общее количество выздоровевших приблизилось к 15 тысячам. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сегодня опубликовал развернутое исследование коронавируса. Ученые выяснили, что его жертвами чаще всего становятся люди преклонного возраста, у которых сердечно-сосудистые заболевания
заболевания, диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония. Исследование выявило, что в 80% случаев заболевание проходило в легкой форме, примерно 14% в тяжелой и почти в 5% в критической. Смертность от коронавируса составляет 2,3%. К таким результатам китайские ученые пришли, изучив данные 44 тысяч заболевших коронавирусом. А вот казахстанцев, которые не захотят отправиться в карантин, будут штрафовать. Такое заявление сегодня сделали в Минздраве. В ведомстве уточнили, привлекать к ответственности будут и иностранцев, приехавших в Казахстан. На какую сумму придется раскошелиться нарушителям, расскажет Ернур Дожанов. Помещать в карантин отныне в Казахстане будут не только тех, кто прибыл из Китая. С завтрашнего дня изоляция ждет людей, которые приедут из стран, где также зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Правило распространяется на всех, как на казахстанцев, так и иностранцев. Нарушители карантина будут штрафовать. Правда, в Минздраве не уточнили, на какую сумму. Мол, пока не определились. Хотелось бы обратить внимание всех граждан Республики Казахстан, что и лиц, временно пребывающих на территории Республики Казахстан в случае нарушения данного режима законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, то есть неисполнение законных требований государственных органов. Все эти меры, они вынуждены, да, мы вынуждены поднять на надлежащий уровень защиты нашего населения, не допустить ввоз на нашу территорию и распространение данной новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в ведомстве, поголовно всех загонять в больницы не будут. В двухнедельный карантин в стационарах разместят лишь прибывших из Китая. Остальные будут под домашним наблюдением врачей. При этом им запретят выходить на улицу. Также сегодня стало известно, что из Китая власти Казахстана эвакуировали еще нескольких граждан. На днях на родину вернулись семьи некоторых дипломатов. Сейчас они находятся в карантине. Семьи мы эвакуировали, значит, там остались только семьи, которые пожелали остаться со своими супругами, да, а дипломаты и все учреждения у нас работают в штатном режиме. Рассказали в МИДе и о судьбе 4 казахстанцев, застрявших на круизном лайнере у берегов Японии. 2 женщины и их внуки 8 и 12 лет сегодня покинули борт. Накануне они сдали анализы. Опасный вирус у них не обнаружен. Добираться на родину теперь все 4 будут самостоятельно. В Кыргызстане инстаграм-блогера отправили на 2 месяца в следственный изолятор за возбуждение этнической вражды. Молодой человек в своих видео негативно высказался по поводу жителей отдельных регионов страны. Прямые эфиры в соцсетях теперь могут стоить парню 5 лет лишения свободы. Дарья Тимофеева продолжит. После скандального видео кыргызстанский блогер объяснил, что не хотел обидеть жителей определенных регионов. Сказал, что его резкие слова относились лишь к хейтерам на его страницах. Пару недель назад даже попросил прощения у тех, кто мог понять его неправильно. Но его высказывания уже разлетелись по сети, спровоцировали дискуссию, а сам он оказался в милиции. Задержали блогера Сыдымана еще 2 дня назад. Сегодня суд оставил его под арестом на 2 месяца. Известно, что 23-летний парень подозревается в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Впрочем, какой именно эпизод из роликов Вайнера стал причиной задержания, в милиции не пояснили. Правозащитники сделали свой анализ тех видео, которые пользователи сейчас активно перепубликовывают в интернете. Необходимо выяснить, да, конкретно за какого рода высказывания ему вменяют обвинения в разжигании межрегиональной вражды. Да. Если это касается того ролика, который, в отношении которого мы вчера комментарии давали, да, но, конечно, в его высказываниях нету призыва. Призывов нету. Юристы отмечают, что если Сыдымана признают виновным за свою блогерскую деятельность, он окажется в тюрьме. Статья, по которой сейчас проходит парень, не предусматривает другого наказания, кроме как лишения свободы, притом от 5 лет и больше. За аккаунтом Эльмира Сыдыманова в соцсетях следят более 250 тысяч человек. Гражданские активисты считают, что интернет-популярность должна накладывать определенную ответственность, но на первый раз можно обойтись без столь жесткого наказания. В момент, когда СМИ меняется, и там какие-то блогеры уже создают видеоконтент, они тоже являются какой-то частью именно, не знаю, просто тех, кто информацию дает. Они как минимум должны быть ознакомлены, я не знаю, с этическим кодексом журналиста Кыргызстана, да, ну, там тоже написано, что так нельзя, да. Я как минимум, а так, мне кажется, надо было с ним это
беседу какую-нибудь, я не знаю. Недавно в Кыргызстане по этой же статье за чужие комментарии под его постом был задержан администратор Facebook-группы. Тогда изменение меры пресечения удалось добиться после критики властей со стороны общественности. В сети отмечают некоторую непоследовательность в действиях правоохранителей. В адрес Эдемана продолжают сыпаться угрозы в комментариях. Их авторов милиция не задерживает. Недавно депутат парламента позволил себе весьма резкое высказывание с упоминанием национальности героя одного журналистского расследования. Его наказать тоже никто не пытался. Достаточно было того, что нардеп признал, что он погорячился. Без жилья и работы остались многие кыргызстанцы, которые выиграли грин-карты. Победители иммиграционной лотереи распродали недвижимость и потратили деньги на подготовку к переезду. Однако из-за указа Трампа въезд в Штаты им теперь закрыт. Успеет ли правительство Кыргызстана выполнить условия Вашингтона к августу, когда США будут пересматривать стоп-лист, расскажет Жубек Бегалиева. Она и кыргызскую родину изучала, и потом уже изучала родину будущей своей страны, США. Кроме истории Америки, две дочери Бекназара усиленно учили английский. Их семья выиграла грин-карту и собиралась переехать в Штаты. Когда Бекназар уже продал квартиру, Вашингтон вдруг запретил выдавать визы для иммигрантов из Кыргызстана. Каждый человек, имеет право на свободу, на жизнь и стремление к счастью. Ну, получается, что это стремление у меня отбирает. Я тоже хочу быть счастливым, я хочу быть свободным, имею право выбора свободно уехать. Нас определили самый конец, вон туда, вот в конец всей цивилизационной цепи, вон туда, вот ты примат, ты только-только из примата вышел в человеке, и туда, в это общество тебе нельзя. В таком же положении сейчас находятся более 1000 кыргызстанцев, которые в этом году выиграли миграционную лотерею. Некоторые из них успели уволиться с работы или продать жилье. Всем им депутат Дастан Бекишев очень сочувствует, но их разрушенные планы, по его мнению, не самая большая беда. Теперь и к вам, и ко мне, и к другим гражданам будут немножко относиться серьезнее в других европейских странах. Это надо понимать. Этого никто нигде говорить не будет. Почему? Потому что в таких вопросах всегда нужна осторожность. То, что нас списали в этот черный список, это очень плохо. Те, кто выиграли лотерею в этом году, считает депутат, скорее всего, в США не попадут. Биометрические паспорта до конца года, по его мнению, правительство внедрить не успеет. Именно по этой причине, как объясняли американские дипломаты, кыргызстанцам решили теперь отказывать в переезде в США. Да, всем нам известно, что задача внедрить биометрические паспорта к 2020 году, она не была реализована, не была достигнута. Все мы знаем о коррупционном скандале, связанном с этим тендером. И таким образом весь 2019 год был отдан на эти судебные разбирательства. В этой связи в 2019 году никаких активных действий не предпринималось со стороны службы. В Госрегистре заверяют, что подготовка к закупке бланков для биометрических паспортов уже началась. До выдачи новых документов по подсчетам чиновников пройдет как минимум 9 месяцев. К тому моменту срок действия грин-карты бишкекчанина Марлиса и 1000 других кыргызстанцев уже истечет. В этом году Марлис подавал заявку в 7-й раз. Повезет ли ему когда-нибудь снова, неизвестно. Наш МИД ссылается на какие-то объективные причины, что суд был, тендер не состоялся. Но я бы не назвал это объективными причинами. Объективные причины – это форс-мажор. Землетрясение, ураган, что-то произошло, то, что от человека не зависит. Все остальное – это человеческие факторы, это субъективные причины. И мы недовольны теми услугами, которые государственные органы оказывают нам, своим гражданам. И в результате мы попадаем под эти ограничения. Вместе с Кыргызстаном в стоп-листе США оказались Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея и Мьянма. В случае, если в этих странах последуют рекомендациям США, Вашингтон через полгода может пересмотреть список. Однако их главное требование к Кыргызстану – внедрение биометрических паспортов, скорее всего, к тому моменту так и не будет выполнено. Жубек Бегалиева, Самат Алжбаев. В настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.
Школа выживания или чудеса на виражах. Люди с инвалидностью демонстрируют неограниченные возможности. Я иногда прошу прохожих мне помочь, если мне очень нужно куда-то попасть. Как Конвенция ООН определяет инвалидность и какова цена вопроса в Балтии? Какую-либо форму инвалидности имеют сегодня более 1 миллиарда людей. Откровенный разговор с человеком на коляске. Мы хотим почувствовать себя нужными, так скажем, тем людям, которые видят, как мы развиваемся, как мы двигаемся к своим целям. В самом сердце украинских Карпат есть поселок, который вот уже полвека известен далеко за пределами Украины. Поселок городского типа Славское исторически развивался как курортный городок. Горнолыжный в первую очередь. Вот только в последнее время что-то лыжников стало маловато. Жители Славского, для которых туризм много лет был единственным заработком, массово начали